Территорию Усьмайского района необходимо признать как место традиционного природопользования малочисленных народов и исключить из действия закона о дальневосточном гектаре. Такая инициатива прозвучала во время общественных слушаний, которые прошли в районе. Подробности далее. В связи с принятием федерального закона о дальневосточном гектаре в районном центре поселка Усть-Мая прошли публичные слушания, на которых было предложено принять территорию поселка Усть-Мая как место традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Это даст возможность исключить территорию поселка из программы дальневосточного гектара. Сегодня мы обсудили и приняли, наши жители согласились о том, чтобы принять на территории муниципального образования территории традиционного природопользования. В этом собрании приняли участие в большинстве коренные малочисленные народы Севера и Венки, потому что действительно они на сегодня продолжают традиционный образ жизни, занимаются охотничьим промыслом. Если взять наших сородичей, то они, допустим, проживают по реке Майе круглогодично. Следующим интересующим вопросом стало создание территории компактного проживания для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Усть-Майского района. Учитывая их интересы и соблюдая законные права, сегодняшние мероприятия, собрания имеют полную правомочную силу. И мы со своим предложением, с протоколом обращаемся к депутатам местного совета, чтобы они приняли решение об образовании территории традиционного природопользования на территории муниципального образования поселок Усть-Мая. Напомним, что 3 национальных наследия на территории Усть-Майского района уже приняли решение об образовании территории традиционного природопользования на территории своих поселений. Анастасия Выборкова, Михаил Лукин, НВК Саха, Усть-Майский УЛУС.